Digitalks – подкаст о медиа и критическом мышлении. Эпизод 5. Марафоны желаний, визуализация, цели по смарт. Миф или рабочие схемы? Интересная история произошла с нами. На днях, когда мы уже начали работу над новым эпизодом подкаста Digitalks и уже определили, что хотим поговорить именно о таком явлении, как марафоны желаний, в наш директ General Radio в Инстаграме постучался человек, который представился менеджером марафонов желаний Елены Блиновской и предложил нам поучаствовать в нем на бартерных условиях. Как думаешь, Сибия, что это было? Может, знак от Вселенной? Возможно, это знак свыше, а может, просто алгоритмы соцсетей. Кто знает, давайте примем это за хороший знак, который указал нам на то, что мы на правильном пути. А вообще, кажется, мы снова не поздоровались. Селям алейкум, это подкаст Digitalks. С вами Наджия Фими и Сибия Асанова. И сегодня мы будем разбираться в том, работают ли марафоны желаний или это все миф. Digitalks. Марафоны желаний. Если вы никогда не слышали о таком, тогда мы идем к вам. Вернее, мы уже в ваших наушниках и гаджетах, и сейчас вместе с вами хотим разобраться, что это новые знания, которые дарят нам новая эра, или миф с хорошим маркетингом. Или что-то вообще третье. Могу сказать о себе. Впервые тему марафонов желаний я начала замечать еще 3 года назад, причем именно в Инстаграм. Я попала на специальный аккаунт отзывов, где все восхищались тем, как сбываются их желания, и говорили, что это произошло благодаря марафону желаний. И тогда впервые я услышала это имя – Елена Блиновская. Если вы сейчас заглянете к ней в Инстаграм, то увидите уже более 2,5 миллионов человек в подписчиках. Главная исполнительница желаний, как она сама себя называет, демонстрирует в своем аккаунте фото красивой и яркой лакшери жизни с друзьями-селебрити и большим количеством вечеринок. Муж-бизнесмен, красивые дети, успешный успех со всех сторон. Более того, в 2020 году на российские экраны вышел художественный фильм с названием «Марафон желаний» по мотивам этого мегапопулярного онлайн-марафона. Интересно, что негативных отзывов о марафонах Блиновской в сети вы просто так не встретите, в отличие от положительных и прямо восторженных. Интересно, это делается искусственно или действительно чудо такое? В этом подкасте мы обязательно пообщаемся с теми, кто его прошел, и расскажем вам все тайны и секреты. Инстаграм-маркетолог Лиана Абдуллина, которая прошла не один марафон желаний, поделилась с нами своей мотивацией, что ее привело туда. Я стала замечать, что все чаще и чаще рекламируют какой-то марафон желаний какой-то Блиновской. И у меня первая реакция тогда была: Господи, ну какой дебил вообще пойдет на марафон желаний? В смысле учиться мечтать, желать как-то? Что за бред? Но как-то слишком часто мелькала реклама, ее было много и от разных блогеров, и я подумала, что почему бы не пойти на хотя бы на неделю, на пробную неделю. Она была бесплатна. Я пошла, и буквально наверное, после 1-2 эфира я уже точно была уверена, что я пойду дальше на платную версию, потому что это очень интересно было. Не знаю, возможно, это как знакомство с психологией. Для меня это было тогда, шаг на путь такого прям интенсивного саморазвития, что ли. Блогер Нияра Нагаева честно призналась, что на марафон пошла тоже благодаря бартерному предложению, о котором мы говорили в самом начале. Я проходила 2 марафона желаний Елены Блиновской, и первый мой случился 3 года назад, когда мне по бартеру предложили как блогеру пройти этот марафон. Мне было очень интересно, потому что для себя я понимала, что хочу попробовать что-то новое, но где-то в голове, конечно, закрадывались мысли, что это просто распиаренная продукция, которую нужно продать людям, и я, как блогер, буду помогать это делать. Но после прохождения первых 2 недель, одной бесплатной и второй на платной основе, я поняла, что марафон работает не на само исполнение желаний, а на техники, которые нам мешают правильно мечтать. А, возможно, многие просто даже не знают, как ставить цели, мечты и как к ним идти, как их прорабатывать. А пока я хочу рассказать вам о своем опыте. Есть такая известная журналистская история «Проверено лично».
И я решила пойти в этот марафон сама, без бартера, как частное лицо, чтобы рассказать вам, как там все устроено. Итак, несколько недель назад я зарегистрировалась на марафоне желаний Елены Блиновской. Первая неделя бесплатная. Меня и еще где-то около сотни участников добавили в закрытый чат в Telegram, куда стали присылать войсы, аудиосообщения, начитанные самой основательницей марафона Блиновской. Выглядит это как лекции по психологии с практиками вперемешку с рассказами о собственных достижениях. После каждой лекции даются домашние задания, которые надо выполнять и отправлять кураторам. Например, одно из первых заданий – расчистить пространство, поскольку в захламленном жилище мечтать плохо. Привет Мари Кондо и ее методу уборки. Если вы живете в однокомнатной квартире, то нужно выбросить минимум 60 вещей, все что угодно, от скрепки до старой елки. Дальше нужно было составлять список из 10 желаний. При этом нельзя загадывать желания с частицей «не». Нельзя загадывать за другого человека, за детей, родителей или супругов. И желания должны быть экологичными. То есть «хочу, чтобы Зулька рассталась со своим женихом» не пойдет. На этом первая бесплатная неделя заканчивается, и тем, кто хочет идти дальше, предлагаются пакеты. Базовый 4000 рублей и 30 тысяч рублей за пакет с обратной связью от самой Блиновской. Психологи говорят, что по сути в этом марафоне объединены многие психологические практики, давно известные и дающие результат. Например, визуализация. В психологии визуализация – процесс перевода мысленных, словесных представлений в зрительные, то есть визуальные образы. Это активное воображение ситуаций, воспоминаний, замыслов и погружение в них для изменения физического состояния, повышения защитных сил организма, которыми можно управлять. Часто используется в популярной психологии. Ученые обнаружили, что мозг не разделяет происходящее в воображении и в реальности. Когда вы вспоминаете что-то или представляете свои будущие действия, в нем выделяются те же химические вещества, что и в реальной ситуации. Например, вы думаете о выступлении на важной для вас конференции, живо представляете, как вам будут приятны аплодисменты зрителей, признание, какие эмоции, радость у вас будет при этом. Для вашего мозга все уже случилось, вырабатывается нейронная связь, выступление на конференции, аплодисменты и успех. В итоге вы себя словно программируете на то, что случится все именно так. Или, например, если вы хотите купить новую машину и уже в красках представляете себе, как будет пахнуть новенький салон, какую радость вы при этом испытаете. И ваш мозг начинает словно фокусироваться и подмечает возможности, которые быстрее приведут вас к цели. Еще одна практическая штука, которая зашита в этом марафоне – это цели по SMART. SMART – система постановки целей в менеджменте. Слово SMART – английская аббревиатура от названий критериев, которым должна соответствовать правильно поставленная цель. То есть цель по SMART должна быть конкретной, измеримой, достижимой, актуальной и ограниченной во времени. Когда вы прописываете цели по этой схеме, то понимаете, что для вас выполнимо, что нужно для этого делать, какой путь пройти и реально ли это вообще. Часто на этапе постановки задачи инициатор сам понимает, что он на самом деле хочет, и задача преобразуется до неузнаваемости первоначального варианта. Давайте вернемся к нашим героиням, которых мы спросили, сбылись ли их желания и что они вынесли для себя из всей этой истории. После этого я стала активно саморазвиваться. И второе, ты точно знаешь, что тебе нужно делать для того, чтобы осуществить свое желание. Что нужно какие-то шаги, что это работа не только внешняя, но и внутренняя. Это комплекс знаний, осознаний, которые ты получаешь. Это что-то меняет у тебя внутри. И ты понимаешь еще раз, насколько важно следить за своими мыслями. Мечтаю я постоянно. И списки пишу регулярно. Поэтому я стала как будто больше замечать каких-то чудес, скажем так. И, не знаю, о чем-то подумаешь, и потом раз, и это происходит.
А в первом марафоне, когда я проходила, я поставила такие вот, мне казалось, что вот сейчас нужно мечтать на полную катушку, и вот либо сейчас, либо никогда. Ну, то есть вот как будто это последний мой список из 10 желаний, и все, и больше не будет. По поводу того, что сбылось, а что нет. Ну, есть желания, которые реально сбылись, но это больше даже, наверное, не с первым там каким-то марафоном связано, а вот уже, после. Ну, а есть желания, которые просто отваливаются, и ты понимаешь, что, оказывается, это не мое, и я этого не хотел. И я полетела в Каппадокию на свой день рождения, и я летала на воздушном шаре. Для меня это были конкретные шаги, которые я предпринимала, но где-то было и про чудесное совпадение событий. Как все происходило, к сожалению, не могу полностью раскрыть все карты, потому что подписывала договор, что все остается конфиденциально, но скажу в целом, что это не противоречит исламу, и если мы знаем правильно, как делать дуа Всевышнему, то все получится и без марафона, потому что главное точно, конкретно, четко знать, что ты хочешь, чего ты хочешь, в какие сроки и как именно ты это хочешь получить. Сбылись ли желания? Да, желания сбылись. Из 40 поставленных желаний за 2 марафона, по 20 в каждом, мои желания сбылись практически на 70%, потому что некоторые были долгосрочными инвестициями в будущее, скажем так. По оценкам Forbes, за прошлый 2020 год прибыль от марафонов Елены Блиновской составила 200 миллионов рублей. В чем же ее секрет? Марафоны популярны, скорее всего, потому что хорошая маркетинговая кампания, потому что личность бренда Елены Блиновской довольно-таки сильная. Она узнаваема не только в российском пространстве, не только в блогинге, но и на YouTube-канале у нее довольно-таки серьезные ролики мотивационные. Она как женщина интересна, многим женщинам хочется проживать ее жизнь, и ее пиар-специалисты поддерживают этот образ. И мне нравится ее стиль, мне нравится ее манера преподнесения информации, мне нравится ее подход. И отмечу еще раз, что отлично слаженная команда ее пиар-менеджеров и маркетологов делают свое дело просто на твердую 5 с плюсом. Вот так, как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. А вообще, тема онлайн-марафонов сейчас только набрала оборотов, а с карантином этот рост только усилился. Посмотрим, как это будет развиваться в будущем. Но однозначно онлайн-обучение будет развиваться. Согласна. Пишите нам в комментариях, рассказывайте свои истории и предлагайте новые темы для подкаста Digitalks. Над подкастом работали Эскендер Асанов, Эльдар Куртсидов. Я Наджия Феми. И я, Сибия Асанова. Прощаемся с вами. Пока!